Да. Да. Окей, ну замечательно, супер. Угу. Так, Так, ну все. что, давайте. Идет То есть запись, да? вы сейчас видите, да? Видите на экране, да? Название. Итак, добрый вечер. Наконец-то приступим к формальной части. Сегодняшняя наша беседа будет о досуге калмыцкой молодежи в депортации. Вот так. Ну, и теперь он завис, да? Ага. Сейчас видно второй слайд. Да, Второй пошел, слайд видно. да. Ага, хорошо. Значит, мое сообщение или доклад, он основан на тех материалах, которые полевые. Это устные истории, интервью, которые я собирала в Республике Калмыкия, в Астраханской области и в Красноярском крае. Вот. Ну, надо сказать, что речь, собственно, один из инструментов – это устная история. Что такое устная история? Здесь нужно иметь в виду, то есть когда вот ту информацию, которую вы будете воспринимать, нужно иметь в виду следующее, что на самом деле это не история объективная, та, которая вот действительно была, а это история субъективная. Почему? Потому что это то событие, которое сохранилось в памяти рассказчика, ну, в данном случае рассказчицы, которая осмысливает и придает значение по-новому, новое значение придает. Вот это нужно иметь в виду. И помещает это в исторический контекст, то есть в период депортации. Вот. То есть на самом деле речь идет о чем? Не даже о самом событии, как объективном явлении, а о том, какое оно значение имеет для самой рассказчицы. Да? Вот. И здесь очень важно, что именно имеет для нее значение. Да? Итак, наша беседа посвящена калмыцкой молодежи. Вот я вам здесь показываю фотографию. Слева фотография мамы Оксаны Мишкеевой. Да? Вот такие девушки замечательные. Это фотография 50-х годов, начала 50-х. Моя Эджа. Ой, да, Эджи, простите. Эджи и Бабдуся. Эджи, да. Ага. И дедушка. Дедушка, замечательный, красивый молодой человек. Вот это, собственно, представители той молодежи, о которой идет речь. Да? Вот, значит, ну, надо сказать, что вот то, как молодежь проводила свободное время в депортации, да, это вообще тема мало исследованная. То есть здесь о чем, собственно, идет? Ну, во-первых, свободного времени было не так много у них, вот. Но поскольку это молодежь, то здесь важно что? Как они знакомились друг с другом для того, чтобы создать семью, имея в виду то, что, вообще-то говоря, дефицит женихов был, особенно среди тех поколений, там, родившихся в 26-м, раньше 26-го года, поскольку это поколение фронтовиков. Там явный был дефицит женихов. Да? Вот. Как они устраивали вечеринки, какие праздники они помнят, и как праздники вообще отмечались ими. И надо сказать, что там у меня собрано около 30 этих устных историй, интервью. Вот тема досуга, она выделяется как отдельный фрагмент в самой этой устной истории. Вот. Одна из самых замечательных историй была рассказана вот этой замечательной женщиной Басанговой Кермен Бадмаевной. Она 28-го года рождения, вот, уроженка села Джикуевка Приволжского улуса Республики Калмыкия до депортации, а записывала я уже ее в поселке Ута Яшкульского района Республики Калмыкия. К сожалению, она уже ушла в мир иной. Вот. Это, собственно, одна из лучших историй, мною записанная. Итак, значит, она рассказала о том, как устраивались вечеринки. Причем вечеринки начали устраивать, конечно, не сразу, не с 1944 года, потому что калмыки попали в Сибирь в начале 1944 года. Начиная с конца 40-х годов, ну, собственно, того момента, когда фронтовики стали возвращаться, собственно, из Широк-Лагер в места поселения.
Ну вот мой отец, он вернулся где-то в начале 46-го года из Широклага. Ну, там комиссовали, поскольку вот там был голод страшный, очень из-за дистрофии. В данном случае это как бы, конечно, плохая болезнь, пеларгия, но благодаря этому все-таки сумел выйти из заточения и попасть, вернее, приехать к родственникам, к матери своей, к моей бабушке на поселение. Вот. Устраивались вечеринки у какой-нибудь семейной пары в землянке, поскольку тогда понятно, что какого-то помещения другого просто не было. И покупалось угощение, семечки, конфеты, там, пряники и немножко алкоголя. Ну, обычно это была водка. Вот. И на вечеринку приходили юноши и девушки приблизительно одного возраста, вот, а младших не допускали. Но младшие там изыскивали всякие разные способы, чтобы там подглядеть, посмотреть, что там делают старшие. Вот. Ну, это, собственно, была по-нашему дискотека. Там пыль стояла столбом, и, соответственно, поскольку освещалось это шамурами, то там сажа кругом витала тоже. Но, тем не менее, молодежь танцевала, шутила, пела песни, обменивалась записками. Вот, значит, как выбирали место? Вот она рассказывает. У Мукаевых гулянки были, семья, у которых проводилось это. У жены очень хороший характер был. Он женился, очень большую землянку построил. Жена чай варила, картошку так угощала. Такая женщина была, тетя Соня. Какая она была женщина? У них 2 девчат было тогда и 3 от первой жены, то есть 5 детей. При этом они еще приглашали к себе молодежь, да? Вот, собственно, это место, она была на поселении там же, где и мои родители, это село Арей, тогда назывался совхоз Дурурса, Емельяновского района, Красноярский край, это в 25 километрах от города Красноярск. Это фото я сделала, поскольку мы с братом и сестрой посетили в 2015 году место, где мы родились. Вот это дачи, их не было тогда. Вот. А это, собственно, озеро, оно было, и вот оно немножко, ракурс я не тот взяла, надо было, кажется, с берега, оно как бы возвышенное. Вот тут камни, и вот в этой возвышенности, в этих местах были вырыты землянки калмыков. И калмыки жили там, начиная вот с 1944 года и вплоть до начала 50-х годов, когда для них построили бараки, но при этом часть продолжала жить, и это место, как местный житель рассказал, я потом покажу его фотографию, называлось Шанхай. Причем сами калмыки, этот Лепягин говорит, тоже назвали это место Шанхаем. А почему, как они оказались в землянках? Дело в том, что поначалу их поселили, ну, это, конечно, современное здание, это тоже фотография 2015 года, их поселили вот в такой скотный двор сразу, когда их привезли в конце января 1944 года из Красноярска. Они туда прибыли в середине января, вот, и поместили в 40-ю школу. Ну, там они проходили дезинфекцию и распределение. Вот. И когда их поселили скопом вот в такое помещение, то тут же сразу начались болезни, поскольку тиф, там, вши и так далее. И фактически сразу мой дед принял решение, это январь, зима сибирская, вырыть землянку, иначе бы там все поумирали от болезни. Вот. Он построил землянку для себя и для своих родственников. Вот. Ну, там женщина с детьми была. И переселились туда. Тем самым спаслись от тифа и от смерти фактически. Вот. Ну, его примеру последовали другие. И фактически со временем все калмыки оказались в этом самом в землянках, да? А вот, собственно, как выглядел этот Арей в тот период. Это магазин тогдашний, а это какое-то административное здание. Это я делала переснимок с их историей совхоза. Да? Значит, там жили они до вот это здания старой школы,
Вот. А это, собственно, барак, куда в начале 50-х годов были переселены, их несколько бараков построили на 6 квартир. В начале 50-х годов там случился пожар неподалеку, и директор совхоза попросил разрешения у властей использовать эти бревна для того, чтобы построить нормальный дом для работников совхоза, в том числе и для калмыков, что вот они до сих пор живут в землянках, давайте построим. Ну, в общем, часть народа туда, часть калмыков туда переселилась, да? Вот, ну и так, то есть вот это немножко введение, что собой эта землянка представляла. То есть там в землянке глинобитный пол, там обычно перед танцами поливали, чтобы, так сказать, пыль прибить. Вот, и, значит, танцевала, веселилась молодежь. Еще как танцевали, до упаду танцевали. В большой землянке 20 человек. Представляете, в землянке 20 человек. Еще наряжались и одевались. И, собственно, музыканты, кто были, там, собственно, два были основных инструмента, которые использовались. Это домбра и саратовская гармошка. Вот. На домбре играла сарпинская ляля, ну, то есть ляля из сарпы. Как она играла без устали? Та ляля немного водки пила, ребята принесут ей немножко водки, и она играет на домбре. Струны делали из кишок, ну, это надо говорить по-калмыцки, да? Вот. И здесь вот во время этих здесь, еще освещение, как я уже говорила, этот шамур. Наматывали там вату в керосин, и все это в двух этих местах вешали, ставили. И представляете, какой там дым стоял. Пыль столбом, дым столбом, да, а народ веселится, да, ну, понятно, в консервной банке. Вот. После гулянки черные выходим, такие же, как вот на работе, когда они там картошку разбирали в подвале, там тоже мы эти шамуры выставляли. Говорят, о, ты черная, и ты черная. Вот. Причем во время гулянки они не только танцевали, они там еще слегка чуть-чуть пили. Причем девчата, она говорит, тоже пили, ну, немножко. А вот я не пила, говорит она, а Ляля наша, как ей надо играть, поэтому она, ну, объясняет. Но, видимо, там все-таки другая причина была. Возможно, что она вдова фронтовика, скорее всего, она об этом не говорила. Вот. И говорит, я, в общем, часто ее вспоминаю, ну, это по-калмыцки она говорила, часто ее вспоминаю, и вот как это происходит. Вот. Другая информант Каменкеева Мария Сангаджигаряевна, она моложе 33-го года, она выросла в детдоме, поскольку мама ее умерла сразу же по приезду в Новосибирск в 40-й школе. Живет она в поселке, жила, вернее, я не знаю, по-моему, она уже тоже ушла из жизни, потому что запись была 2006 года. В Шамбае, нынешний этот Янатайский район Астраханской области, ну, прежний это Приволжский улус. Очень замечательная женщина, она очень хвалила свой детский дом, и когда какой-то писатель приехал, стал записывать, сказал, вот меня там в детском доме этом обижали и так далее. Она говорит, как ты себя поставишь, так к тебе относиться будут. А наш детдом был краснознаменный. У нас татарка была директрисой, она там никогда не позволяла там по национальному признаку кого-то обижать. И вот она пишет тоже о вечеринках. Хорошо гуляли, так, как сейчас не пили, а сейчас дерутся, ругаются. До такого, чтобы ругаться, драться, хулиганить, такого не было. Пели песни, танцевали под гармошку. Я вообще гармошку люблю, и мне ни капли водки не надо. Я вообще водку не пью, ну, немножко. Редко когда стопку от начала до конца выпью. Очень интересную историю рассказала информант Манджиева Ачир Сарнаевна. Она 26-го года. Она тоже, это все, я, собственно, почему затеяла в 2006 году записывать и специально поехала, собственно, даже не на какой грант, а на свои собственные деньги, потому что понимала, что это поколение моих родителей, оно уходит из жизни очень быстро, и если сейчас их не записать, то уже мы никогда этого не узнаем, о том, что они чувствовали, как они это запомнили и как они все это оценивают. Очень тоже приятная такая женщина, ну, с судьбой такой драматической. Она вышла поздно замуж, 42 года, за вдовца со взрослыми детьми, уже в Калмыкии, в Элисте. А после смерти мужа ее
взрослые дети, видимо, брак был не зарегистрирован, вот, они просто выставили ее из квартиры, вот, и ее взяла к себе младшая сестра, вот ту, ее там инсульт разбил, но она как-то оправилась. Ну, в общем, такая история драматическая. Вот. И, собственно, по ее рассказу можно, собственно, как бы, выяснить, какие же нормы, какие нормы общения между юношами и девушками существовали тогда в калмыцком обществе. Она пишет, рассказывает. Мы на ферме жили. Установили к нам одного надзирателя, одного солдата оставили. То есть это уже было прямо перед депортацией. Там, по-моему, за неделю до этого пригнали эти студебеккеры, новенькие машины. И причем эти студебеккеры, громадные американские машины, они фигурируют у всех рассказчиков. Видимо, это было на фоне, значит, достаточно бедной и технологически неразвитой жизни. Студебеккер – это американский здоровый грузовик, конечно, производил впечатление. Но почему Студебеккеры? Дело в том, что они пришли по ленд-лизу через Иран и были, собственно, водным путем через Каспий. То есть американцы фактически посылали, получается, эти студебеккеры, большая часть их, конечно, естественно, использовалась для перевоза калмыков, там, а если этих кавказцев позже, да. Вот, этот солдат, я же по-русски хорошо говорила, потому что я же училась в русской школе, 5 классов окончила, поэтому язык у меня хорошо работал. Я здесь стилистику оставила как устной речи, то есть ничего не меняла. Вот этот солдат-парень к нам приходил, мы жили в маленькой землянке, он приходил, спрашивал, как вы живете, что у вас есть. У вас, говорит, ничего нет, я у соседей возьму, вам принесу. Да ты что, я говорю, ничего не надо. Вот у соседей взять сюда принести, да? А я стесняюсь, мама же тут. Нельзя, чтобы парень к девке ходил, тем более русский. А там еще один учетчик работал, наш земляк, тоже парень. Мы тоже прям, это тоже прям ему не нравилось, что этот солдат-парень к нам приходил. Ну, русский парень имеется в виду. Вот. Ну, то есть время шло, а там, собственно, они, по-моему, дней 6 находились, да, заранее их прислали, студебеккеры, это народ был в полном недоумении. А потом он, то есть он сначала ходил, потом реже стал. Потом он изредка приходил, всегда спрашивал, как, чего, отец пишет или нет, где отец служит, что у вас еще в армии. Вот. И вот однажды она работала там где-то там на заготовках с нашими же калмыками, им говорят, все, езжайте домой, идите скорее домой, вот, приказ. Приезжая домой, мама прям такая расстроена немножко, она вообще была боязливее, чем я, пишет. Да, пишет. Там машин полно возле землянки, полно там, никого на улице. Я как зашла, так и осталась. Парень этот так и не пришел меня проведать, солдат. Ну, то есть как бы переживание. То есть у нее, видимо, все-таки какая-то симпатия к этому парню появилась, так же, как у него, да? А утром смотрю, стучатся в двери, и стали нас выселять. Этот парень пришел, он говорит, Ачир, меня же по-русски Ачир звали. Ачир, давай собирайся. Если чего нужно, я буду в той землянке. Скажи, эти солдаты тебе скажут. Ну, имеется в виду, где я. Какой там сказать что-то? Шмотки немного собрались все в одну кучу. Мы дома жили неплохо. Отец все время был гуртоправ, хотя у них там землянка была. Но кибитка у нас была новая, корова была. А потом, значит, вечером, как стали нас выселять, я пошла к нему. Наши все говорят, ой, Ачир, скажи нам, что делать, проси одну телку зарезать, мясо хоть. Я пошла ему сказала, я даже не знаю, забыл, как его зовут, уже много лет прошло. Но он и разрешил, и говорит, не бойся никого, берите, мужики пусть самую хорошую телку зарежут, и ты, говорит, бери себе мясо больше, у вас семья большая. Ну, здесь надо сказать, что то, насколько переселенцы были готовы к дороге, зависело только от личностного фактора. Дело в том, что согласно приказу, я этот приказ видела, там полагалось 50 килограмм на человека, включая детей. И предполагалось, что они сами должны себя провиантом обеспечить, то есть мясо и так далее. И вот в разных историях по-разному. В некоторых историях сами солдаты помогали, особенно там, где мужиков-то почти не было. Сами резали скотину, сами это мясо упаковывали с тем, что и, собственно, сажали в этот студебекер и отправляли на станцию Трусово, откуда всех отправляли. Да? А были такие, которые просто вот как есть,
чуть ли не в этих самых, так и есть. Причем многие же языка не знали. Это хорошо, что она была грамотная. Вот. И здесь все зависело от, собственно, человеческого фактора человека. Но в данном случае от Чир повезло. Вот. И вот эта история, она очень показательна. Почему? Потому что, во-первых, здесь видно, собственно, как все это происходило, реализация. Во-вторых, видно, какими нормами девушка руководствуется, общаясь там с молодым человеком, тем более русской национальности. Вот. А теперь, Любовь Борисовна, извините, пожалуйста, через 5 минут прекратится этот эфир, но мы опять включим и опять зайдем все. Поэтому как бы, ну, вот, 5 минут нам еще осталось времени, но потом мы продолжим. Вот. А теперь, собственно, как на вечеринках, и не только на вечеринках, значит, знакомились или выражали свою симпатию. Не так, вот, собственно, как раньше, там, да, подошел, там, приобнял, потанцевал. Нет, юноша посылал ей записку. Девушке посылал записку, вот, ну, предполагал, что он грамотный, вот, через своих друзей или через детей каких-нибудь младших, да, вот. Ну, а девушка там либо отвечала ему на эту записку письменно, либо там какие-то иные формы принятия или неприятия выказывала. А другой способ знакомства и ухаживания – это письма. Вот в одной из историй очень хороший рассказ о том, что, значит, увидел юноша девушку в газете, но это было уже ближе к этому, к 1956 году, когда печатали фотографию девушки. Она ему так понравилась, что он ей разыскал через редакцию ее адрес, написал ей, а потом приехал к ней свататься. Но там было очень сложно, но в итоге все кончилось очень благополучно. Это, в общем, целая такая история детективная и романтическая. Вот. А Басангова пишет так, как она рассказывает. Я спросила, как вы, собственно, с дедом замуж вышли? Я с дедом, говорит, заочно познакомилась, и смеялась. Он, знаешь, какой грамотный был? Письмо написал. Девушка одна, Тоня, письмо взяла, прочитала и говорит, как грамотно написала тетя Катя. Ну, тетя Катя – это Кермен. Знаешь, какой грамотный был? Он учился вместе с моей сестрой. Они в русской школе учились, в Лебяжьем. Это Астраханская область. Сестра класса 3 закончила. Знаешь, какая грамотная была? Не в калмыцкой, а в русской школе. Вот для нее знание языка русского – это был очень важный ресурс, благодаря которому калмыки могли адаптироваться и интегрироваться в окружающее сообщество. Дело в том, что вообще-то вот та ситуация плачевная, драматическая с языком калмыцким, одна из причин ее – это как раз-таки депортация, когда калмыки отказывались, ну не то чтобы сознательно отказывались, а как бы на рынке языковом выбирали, молодые, выбирали русский язык, поскольку он давал возможности там, карьерного роста, ну, интеграции, карьерного роста, образования и так далее и тому подобное. И в итоге все это привело к тому, что фактически мы ситуация вам понятна какая, да? Вот. И это ее рассказ очень хорошо очень показывает, что она все время подчеркивает, что знание русского языка – это так замечательно, это такие возможности. Вот он письмо написал, я с ним познакомилась. Вообще он такой грамотный был и так далее. Вот. Значит, причем при этом очень важно было, в брачных стратегиях очень важно было выйти за своего. Вот Гучинова в своей статье пишет, что там, значит, фенотип мешал, что там не выбирали. Это не совсем так. Дело в том, что для калмыков и для калмычек очень было важно не потерять кровь свою, сохранить кровь и сохранить свой народ. Понятно, что если треть там погибла по дороге в Сибирь, вот, и в Сибири тоже, то это было очень важно. Поэтому разные способы находили, знакомили, находили, подбирали, там письма начинали писать через знакомство и так далее. Она пишет, вот эту вот Минкеева, которая выросла в детском доме. Вот, она нашла свою родню, после детдома она хотела в медучилище поступить, но директриса сказала, вот ваши едут в этот Канский текстильный комбинат, там ковры делать и так далее, хороший заработок, поезжай-ка туда. Ну и она согласилась, потом жалела, что не получила образование. Но зарплата была у нее очень хорошая, в 3 раза больше, чем она получала, когда приехала в Шамбай.
Она показывала мне взнос, комсомольский билет свой старый, и там взносы. Итак, она говорит, познакомилась я с будущим мужем в Канске. Там калмыков много было. Нашлась у меня там родня. Как раз они тоже в Ушаковке жили до этого. Ушаковка – это село напротив Шамбая. Нынче называется Заволжское. Ребята к нам в текстильный, на комбинат приходили. А потом мы ходили к ним. Познакомились мы тоже с девчатами, калмычками. Ходили так, вот так и познакомились. Ну, то есть встречались, потом